чуть-чуть висит, блядь. Ничего, капкан там. Кто-то спилил и висит. Это надо срубить там. То, блин, ненароком. Мне это не нравится. Сейчас съезжу на. Опа. Короче, на волоске висит бревно. Вдруг по пути, блядь, на голову упадет, все, хана человеку. Сейчас расшевелить его надо, чтобы как-то, не знаю, получится, нет. Чуть-чуть на волоске и висело там, блядь. Все, сейчас безопасно можно ездить. Не так, не я, так другой может попасть в такую ситуацию. Это по большой воде тут пилили, видимо. Но это развернет. Это нормально. Нам не мешает, в принципе. Развернет. Последний поворот остался там. Уже наша остановка. На подходе уже к избе. Все нормально. Опоздал. Бездельник, блин. Ой. Туланчик. Опоздал. Ну вот. Фу. Не хочет развернуться. Холостые обороты мощные. Надо чуть-чуть открутить. Сейчас я там встану уже. Сейчас нормально, вот. Как остановимся. Покручу. Блин, грязи-то сколько. Во, пойди. Вот смотрите, какие обороты большие. Надо чуть-чуть отрегулировать.
О, нормалек. Ой, блин, грязи-то. Ой, ладно. Вот так вот. Все, можно смело сказать, что мы доехали. Доехали нормально. Небольшой ремонт. А так терпимо. Но это челок. Грязными лапами всю куртку уже там натоптал, блин. Все, сейчас сходим к избе и будем перетаскивать вещи все. Так, сразу отмечу уровень воды, чтобы примерно ориентироваться, сколько воды падает или прибывает там. Так, топор возьму и ведро. Больше пока брать ничего не буду. Так, этот топор рабочий я здесь оставлю. Второй маленький топор еще. Изба стоит. Изба на месте. О, черника. Черника цветет. Самое главное в этом деле, чтобы заморозков не было. А вон они. Черника. Вот такие делишки. Вторая изба, ребят. Чолом здорово, Кырка. Чолом здорово. Давно не были тут мы. Помните, как мы все оставляли? Мои зрители, кто со мной, кто смотрит меня. Вот такая картина сейчас. После нас никого, видать, не было. Дровишки, что я здесь оставлял. Вроде куча они были. Там развалилось все. Изба. Вот не помню только я. Подожди. После меня были рыбаки. Вон дровишки еще заготовили. Видать. Ведро здесь оставили. Чолом здорово, Кырка. Ледь уж не шашетчины. Хорошо мне знакомые ребята здесь были. И смотрим, какая картина сейчас. Щели-то нету. Видели, что творится тут? Зимой вот все. У меня такая щель сантиметра 3 была. А сейчас все исчезло. Или труба осела. Возможно, тоже может быть. Потому что здесь этот... Самое главное, чтобы там дырки не было, блин. Возле этого. Возле потолка. Ну, видать, труба осела немножко.
Другого варианта нету. Но здесь вдвоем они ночевали. Матрас вот перекинули туда. Не знаю, записной книжкой что-то записали, нет. Да, тут только мои горы и все. Ничего не пишут. Ничего не пишут. Ладно. Так. Смотрите, как кирпичи отслаиваются. И думаю, нет, все нормально. Это не труба осела, а как-то печка обратно вот, ну, на свое место встала. Потому что у меня все по-другому здесь было. Да. Ладно, все равно надо проверить. Если поднимусь, наверное, там поднимусь и посмотрю там, какая картина. Да, Тулан? Ман. Эти дрова уберу я. Ради этого и приехал сюда. Такой вид сейчас. Немножко вода ушла. Потому что доски надо убрать еще тоже. Ну и здесь немножко воды осталось. Видели как? Поэтому уже понятно, что почва гуляет у меня. Вон, какой щель тут получилась. Так. Вот такие делишки. В принципе, визуально. Вон они. Искал, сколько я березу. В принципе, правильно я искал. А они, оказывается, развалились. У меня тут стояли. Они развалились вот сюда, в бок. Я искал в этой части там лопатой. Помните, зимой еще это происходило на зимних походах у меня. Ну, весенние уже, считай. Потом к тем березам я пошел искать. Они тут на месте, где я оставлял, там и лежат. Это что за мешок тут? Такс. Баню еще надо открыть сразу. Навес стоит. Амбар не искривилась, все нормально, тоже стоит. В бане. Из бани мы не убирали снега, но крыша там хорошая, крепкая, выдержит. Тут у нас мошкары-то сколько. Ну, баня по черному, тоже печка еле она там стоит. Но мыться можно, в принципе. Так. Комарья сколько. Сейчас попозже я открою. Сейчас пока так оставлю. Это тоже потом уберу. Вон какие плахи. Здоровые там. Крепко стоит. Так, сейчас, наверное, затоплю печку и схожу за вещами. И как и на первой избе, южная сторона начала оседать. Уже немножко искривляется изба. Рано или поздно ремонт понадобится даже. Вот. Явно видно даже где-то сантиметров на 7 даже уже ниже углы стали. Ветрено, комаров нету пока. Убрал золу. И вот смотрите, там вообще нижние, там, наверное, 4 ряда, нижние там
под топкой. И эти ряды все сырые от сырости. Как бы весной, наверное, все равно под избу немножко на талый снег, вода заходит. Крупные полена, это охотники тут. Это рыбаки были весной, не охотники, а рыбаки, вернее. Хариусом они приходили порыбачить, приезжали на буране. И они раскололи, крупную полену оставили. В принципе, не холодно в избе, но сырость, от сырости надо все равно растопить печку, и штукатурка отходит. Но я уже ремонтировать особо так не буду эту печку, потому что в эту зиму я, как ни крути, привезу железную печку, буду переделывать. Что и на первой избе будет тоже железная печка. Так, пока туда закинем. Так, тяги нету, потому что на улице воздух теплый, а труба там холод. Посмотрел сверху, вроде нормально все, ничего подозрительного я не видел. Надеюсь, все нормально там возле потолка. Птицы поют. Хорошо. Эй, а? Че гоняешь? Иди. Крупный он, блин, как лошадь. Ух, повалило, сколько деревьев тут. Так, штук 5, наверное, 6. Вон дровишки сколько лежат. Бери, не хочу. Можно распилить, там поленницу сделать, а осенью уже использовать. Так, тут тоже коряги, блин. Не знаешь, где воду набрать. Блин, глубоко. Так. Не дымит. А, пошел. Наконец-то. Лениво. Все, пошел дым. Все, пошла тяга. Так. Так, а ведро я зачем сюда несу?
Все подсыхает, трава там пожароопасно уже становится. Вот это да, кумар такой тут. Потухло, что ли, тут? Ой, все потухло, ребят. Фух. Давай, загорайся уже. Нам чай нужен горячий. Фу. Так. Короче, не дождемся мы пока, когда закипит чай на печке. Вообще печка вяло горит там. Сырость. Видать. Ну, мам, пойди. Сейчас. Костер затопим. Разожгем. На костре чай будем варить. Заодно, наверное, сразу что-нибудь приготовлю покушать. Там суп, может, сварю. Потом уже остальные дела. В принципе, целый день еще у нас впереди. Практически не темнеет сейчас. Вот так. Эмпер, план. Не хулиганей. Тула, куча пран. Господь. Тула, на колах. Лопе. Мыля пранциче. Господь. Что за наглость? Ой. А? Ой. Сашан. Хитрый-то. Ой, хитрый. Уйди, подлиза. Сейчас смотри, что творит, а. Подлизывается, блин. А когда надо, вот, когда ты его зовешь, хрен подойдет. Лошадь, блин. Вон. Кабан такой у меня. Вон он. Кабанчик. Все. Сейчас, ребят, чай закипит. Чаек попьем свежий. Так, что-то надо придумать, блин. Все уже подсохло тут. Опасно.
это не шутки. Ну, примерно так хотя бы. Сужим еще немножко. Все. Вот такая конструкция получилась. Это ради безопасности, как бы, чтобы угли. Елка такая, как бы стреляет такой всегда. Слышите как? Потому что в древесине там капли смолы в самой слоях, и они так взрываются. А круговую трава уже начинает высыхать, подсыхает. Так что сейчас разгорится моментом. Чайник уже на костре у нас. Сходили за рюкзаком. Там одной ходкой все вещи я притащил. Там пила оставалась. От пилы там подсумок с запчастями, бензин. И рюкзак. Больше ничего там нету. Это осенью больше там, ну, и как бы основной запас продуктов у меня тут все есть. Тулан, непослушный наш. Костер загорелся, горит. Такие твари у нас водятся. Змеев нету. Ну вот этот ящер такой. Вон он. Фу. Были противный, блин. Живность. Не пугай, главное. Ну, примерно так, ребят. Я немножко скосил тут территорию. Как бы поддерживаю. Каждый год, 2 раза в год даже кошу вот тут эти подсад вот этой березы, шиповника. Они быстро-быстро зарастают. Косил вот такой горбушей. Вон. Вот ручка. Кривая такая. И сама коса. Вот. Короче, если не скосить, буквально за год там выходит этот подсад березы и зарастает
до метра, наверное. Очень быстро. Чайник закипает, короче. Вот этот тоже вот. Корневище вот уже сколько лет я тут, видно, что скашиваю и все равно зарастает. Это бесполезно бороться. Вон. Так немножко так укорочу. Стрижку такую сделаю. Ну, коса уже тупая, как бы надо бы заточить тоже. Вот так. Возле бани скосил, возле амбара. Амбар обязательно, чтобы мыши не залезли по прутикам этим тоненьким. Я говорю, если не следить за территорией, за этими кустиками, через пару лет здесь джунгли станут. Вот шиповник тоже. Кустики шиповников, дофига этих. Ну, в принципе, пока нормально, терпимо. Осенью снова скосим там траву, скосим и все остальное.